Думай. Действуй. Побеждай. Думай, действуй, побеждай. 1xBet. Спонсор спортивных эмоций. Из-за чего так зол Дана Уайт? Кому в этот раз из бойцов грозит уголовная ответственность? Неожиданное и жесткое решение Геннадия Головкина и анонсы мощных бойцов с нашими казахами. Все это обсудим сегодня. Всем привет! С вами Алена, и это Найзадай Ньюс. В антигеройском плаще к нам сегодня врывается грузинский боец UFC Мераб Двалишвили. Для начала напомню, 14 сентября состоится турнир UFC 306, главный карт которого возглавит как раз Шон О'Мэлли и Мераб Двалишвили. Болельщики очень надеются, что этот бой все-таки состоится, потому что Двалишвили во время тренировочного процесса неплохо так рассек бровь. И более того, выложил это во всемирную сеть, чем очень недоволен отец всей UFC Дана Уайт. Некоторые наши парни настолько глупы, что это просто невероятно. В этом смысле я отдаю должное боксерам. Если у них что-то случается в тренировочном лагере, они это тщательно скрывают. А наши парни не могут дождаться, чтобы выложить это в социальные сети. Какого черта ты хочешь, чтобы твой соперник это знал? Это просто новый уровень глупости. Некоторые парни настолько тупы, что это ошеломляет, вскипел Уайт. Шон О'Мэлли, кажется, тоже принял пару доз валерьяночки. Лучше бы этой чертовой мелкой крысе не сниматься с боя. Клянусь богом, заявил Шон, предположивший, что их бой может сорваться. Наш герой, точнее антигерой, успокоил, заявив, что их бою ничего не угрожает и вообще, что он никогда не снимался с боев. Что думаете вы, ребята? Действительно ли Двалишвили сделал глупость, опубликовав свою сечку и вызвав такие эмоции? А спонсор спортивных эмоций – 1xBet. Еще один спортсмен оказался в центре скандала. На этот раз им оказался известный казахстанский боксер Жанкош Тураров. Оказалось, что некая девушка 96-го года рождения написала заявление на Жанкоша, о чем нам сообщает управление полиции Ауэзовского района города Алматы. Девушка обвиняет Жанкоша в изнасиловании. Сам боксер все отрицает, мол, это ложь и клевета. На данный момент все детали уточняются, идет проверка и назначены экспертизы. Ждем-с! Кстати, напомню, что 28 сентября Жанкош Тураров должен провести защиту сразу 2 титулов чемпиона мира. Снимут ли его с боя в связи с этим инцидентом, пока не сообщалось. На днях мы стали свидетелем красивого боя Ивана Дычко с американцем Крейгом Льюисом, который прошел в рамках шоу Pro Box TV. По итогам встречи победа закрепилась за нашим Ваней, с чем мы его и нас всех сердечно поздравляем. Up Dычko. Oh, another big one. They're waving this one off. With Lewis still on his... Кстати, есть небольшая вероятность того, что мы можем увидеть бой Иван Дычко Бахадир Жалолов. Об этом поведал американский журналист Джек МакКафери в интервью своему коллеге из Вести КЗ. Ожидается, что бой между нашим спортсменом и узбекским боксером будет весьма интересным, потому что ребята аж 4 раза встречались в любителях и во всех случаях руку поднимали казахстанцу. Однако американец делает ставку на узбека, мол, наш, не потянет. А вы что думаете? С кем Фортуна будет сотрудничать в этом бою? И в очередной раз спешу напомнить, что спонсор спортивных эмоций – 1xBet. Черные полосы, белые полосы, справимся, переживем. Кажется, певец T1 заранее посвятил свою песню экс-бойцу UFC Мухаммаду Макаеву. У карателя опять непруха. На этот раз Макаев попал в аварию. Мерседес-Бенц ММшника улетел в кювет после столкновения. Но, слава богу, все живы и здоровы, и все хорошо. Что-то реальная черная полоса у него. Но надеемся, что скоро все выровняется и будет все отлично. Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нгану и действующий чемпион PFL в тяжелом весе Ренан Феррейра провели первый стердаун. Face forward. Face forward. Good. Good.
В ходе поединка взглядов Нгану сказал Феррейре: «Тебе предстоит сразиться с настоящим чемпионом». Их бой станет главным событием турнира PFL. Битва гигантов пройдет 19 октября в Саудовской Аравии. Менеджер Балаусы Муздиман ответила на вопрос о возможном реванше с Ангелиной Лукас. Ульжан Мусаханова заявила, что на данном этапе карьеры им не интересен второй поединок. Напомним, что первая их встреча в рамках республиканской спартакиады состоялась в мае прошлого года и завершилась скандалом. Решением судей победу одержала Муздиман. Однако Лукас с решением судей не согласилась и даже обратилась к агентству по противодействию коррупции и президенту Казахстана. В ночь с 24 на 25 августа в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC Fight Night. В главном бою вечера 5-й номер рейтинга средневеса Джаред Канонир сразится с 12-м номером Кайо Баралью. А в соглавном бою подерутся 9-й номер женского минимального веса Анджелина Хилл и 11-й номер Табата Ричи. То ли ретроградный Меркурий, то ли что. Но что не новость, то потрясение – это факт. Для нас всех ошеломила новость об увольнении Жанар Утешевой с поста генерального секретаря НОК. И тут важный момент в связи с утратой доверия. Подробности пока неизвестны. Очень много рассуждений на эту тему идет в соцсетях. Действительно ли Жанар виновата перед своим бывшим боссом Triple G? Или это был чей-то злой умысел? Мало ли, непонятно. Касательно информации скажу одно. В предоставленном виде много пробелов, и мы их со временем заполним. До этого момента комментировать пока ничего не буду, заявила девушка. И добавила: должен же хоть кто-то совершить мужской поступок. Что вы думаете обо всем этом? 18-0 со 100% финиша или 0-3 в последних 3 боях? Я думаю, не должно быть никаких сомнений, кто будет драться за титул следующим. Угадайте, чей это твит? Правильно, Шавката Рахмонова. Один из пользователей даже написал такой комментарий: «Ты был героем 100% раз, и прямо сейчас нам нужен герой». Каков красавчик Шавкат! Как эпично он вошел в битву Белала Мухаммада и Камара Усмана. Готовьте попкорн, намечается что-то интересное. 2. Сразу 2 этнических казаха из Китая проведут свои поединки на завтрашнем турнире Road to UFC. 24 августа в 6 утра по времени Казахстана в рамках Гран-при Road to UFC в весе до 61 кг полуфинальные поединки проведут Дармен Кужахметов и Балгын Женесула. Соперником Дармена станет известный казахстанской публике корейский боец, бывший чемпион Найза Ю Су Йон, а Балгын сразится с бойцом из Японии Токитака Наканиши. Примечательно, что если оба бойца победят, то в финале встретятся между собой. Ох, и эмоции будут тогда! Яркие и спортивные, спонсором которых, кстати, является 1xBet. 40. Именно столько процентов должен заплатить своему сопернику Даурен Ермеков, потому что не смог сделать заявленный вес 83,9 кг. Поединок состоится, кстати, сегодня, но уже не будет титульным для Ермекова. Его же соперник Дмитрий Арышев увидел в этом факте что-то неладное и обвинил Даурена в хитрых движениях. В контракте, говорит Дмитрий, прописано, что бой все равно состоится, если не сделать до 2 килограммов. Даурен не сделал 1900 грамм. Я в этом увидел какие-то хитрые движения со стороны Даурена, прокомментировал российский спортсмен. К слову, это вторая неудачная попытка бойца сделать вес. Из-за этого, помнится, сорвался бой с Шамилом Магомедовым. Даурен тогда это объяснил тем, что хоть и шло все по плану, вес встал, и отметка на весах предательски не менялась. Каков Дмитрий Арышев, так сказать, на вкус, и по зубам ли он Даурену Ермекову, рассказал бывший соперник Арышева Игорь Свирид специально для Найзадай Ньюс, который, к слову, 31 августа подерется с непобежденным Рамазаном Гасановым за пояс Лиги Найза в полусреднем весе. Приветствую всех. Завтра в пятницу будет драться мой близкий друг Даурен. Желаю ему победы. В этом бою я уверен, что он выиграет. У него уровень борьбы очень и очень хороший. На руках он ничем не хуже, даже, по-моему, лучше. Руки на руках он длиннее, выше. Все видит, хорошо работает стойки. Думаю, победа будет даже в первых раундах. В первом, наверное, раунде, потому что Даурен хорошо работает. Удачи Даурену! На этом у нас все. Остались считанные дни для конца лета, поэтому желаем максимально насладиться ими. Будьте с нами, подписывайтесь, ставьте лайки и отличных выходных. Пока-пока.